обещали в прошлом выпуске, сегодня речь у нас пойдет о ремонте автомобиля своими руками. Для водителей со стажем это, конечно, обыденное дело. Надо помнить, что я автомобилист-любитель, и все, что вы видите в данной передаче, это процесс обучения, наработка опыта, если так можно сказать. И в этом выпуске нам предстоит сломать, а затем поменять передний привод самостоятельно. Ситуация следующая. Весна, на улице стояла в тот день прекрасная погода, и клуб искудоводов решил выехать в небольшом составе на природу, на шашлыки. Каждая поездка на природу должна содержать в программе проезд по грязевым колеям лесных дорог. И в тот день наш маршрут пролегал с поселка Владимировка до озера Чабода и заканчивался в районе птицефабрики. Зима не прошла даром для пыльника, и после нашей стоянки я обнаружил, что машина не хочет идти дальше по грязи. Ее заносит и зарывается задний мост. Произошла не очень хорошая ситуация, сломалась у нас правая передняя граната, и поэтому режим 4 ВД невозможен. Мы решили сделать режим 6 ВД. Гибкой сцепкой. Что? Гибкой сцепкой. Гибкой сцепкой. Вот таким нехитрым способом мы познакомились с одним из слабых мест нашего автомобиля, а именно передние привода. Напомним, что у Suzuki Escudo спереди нет моста, и в процессе эксплуатации, особенно при езде по бездорожью, велика вероятность разрыва пыльника, который защищает внутренности привода. Как результат, при попадании внутрь воды и твердых фракций, например, песка, привод разрушается, что приводит к невозможности использовать режим 4 ВД. Было бы счастье, да несчастье помогло. Вчера на выезде у нас вышел из строя передняя граната. Мы остались без переднего моста. Сегодня мы решили ее заменить, а также ходом поменять и поставить ручные хабы. На данном автомобиле стоят автоматические. В такие моменты ощущаешь себя археологом немного. Ведь была же идея съездить на автомойку и помыть машину перед этим. Также на данном мастер-классе, где нам помогали два опытных джипера, я познакомился с еще одним незаменимым инструментом, который всегда должен быть под рукой. Это обыкновенный молоток. Его размеры, кстати, варьируются в зависимости от типа вашего автомобиля. Номер семника молоток. Сепаратор. Разломало это, да? Да, это сепаратор, хлам порвало. Сейчас шарики повываливаются. Шарики? Шарики как можно? Что потом? Отверточкой поддень с той стороны привод. Без молотка он вообще не может. Ты же просто отверточку суешь, и щелк, и все. Что из этого пригодится? Это внутри. А это что? Что? А вот это что такое? Что за на эти самые? Вот эти? Косые, ага. Ну как это А я их первый раз вижу. А это что, кольцо? Ну-ка, ну. А это стопорное колечко, которое внутри после прохождения шлицов слегка разжимается и удерживает, чтобы он сам не вываливался. О, вот такие у всех. Слушай, у него диаметр меньше. Петя, что там? У него диаметр меньше. И посчитайте шлицы. Здесь 22 шлица должно быть, здесь 26. Порвал пыльник, короче. Порвал пыльник, в результате там началось ржавление, смазка не заменена. Ну и проверял результат.
вытягивай полностью. Теперь вылавливай вон там отверткой сбоку, толщиной примерно где-то миллиметр, тот самый стопорное кольцо. Его отжимаешь чуть-чуть и вытаскиваешь целиком, после этого весь сепаратор выйдет. Во, и все, и вытаскиваешь. Да. Да, ну тщательно. Вот это. Раз, достали. Это вам нужно? Это не нужно. Так, вот это пока сюда. Так. Все, теперь надевай пыльник. Пыльник одеть. Колечко подражать немножко. Плавки. Потихо его это. На ваших экранах сейчас видео, наглядно показывающее работу привода. Как вы уже поняли, это достаточно уязвимое место внедорожного автомобиля. Поэтому многие джиперы предпочитают машины, в которых спереди располагается мост. Хотелось бы отдельно отметить и установку механических ручных хабов. Имеющиеся автоматические хабы Escudo хороши для повседневного использования. Нет надобности выходить из автомобиля и подключать передний привод. Но ручные механические хабы – это залог надежности и уверенности, что ваш автомобиль использует полный привод. Так, и этот хвост у тебя прилегает плотненько. Да вы что делаете? Он рукой втыкается. Ну, воткни рукой. Маньяки. Вот все бы вам молотком, а. Ну, воткни рукой. Не втыкается. Подожди, дай. Все от руки втыкается там. Да. Вот шли, все вошли. А что он от руки-то не встает? Угу. Мы поменяли гранату и заодно поставили механический хаб. Ну, смотрится, конечно, не так, как было. Пришлось снять колпачок, но тем не менее, зато функционально и надежно. Некоторое время назад на автофоруме ЕКТ.ру разгорелся нешуточный спор, какой же автомобиль лучше – Renault Duster или Chevrolet Niva. Спор решено было разрешить на спринте второго этапа осеннего кубка по трофи-рейдам. В день соревнований автомобили зарегистрировались в классе стандарт, и каждый был уверен в своем превосходстве. Забегая немного вперед, надо отметить, что Нива достаточно хорошо прошла трассу, а вот Дастеру пришлось вызывать эвакуацию. Почему? Смотрите и решайте сами. Итак, мы видим, как Нива проходит достаточно хорошо водное препятствие. Далее выходит на уклон и завершает круг на скоростном участке, достаточно хорошо финишируя. Дастер уже к этому моменту потерял достаточно время на старте. И вот водная преграда становится достаточно серьезным препятствием. Попытки штурмана не увенчались успехом. И экипаж вызывает эвакуацию.
По условиям соревнований, если экипаж вызывает эвакуацию, то, соответственно, это сход с трассы и незачет по заезду. Здесь также столкнулись с небольшой проблемой. Дело в том, что у Дастера в крепление для троса не входит шакал, и поэтому было принято решение цеплять его за заднее правое колесо. Так, вы что, попробуйте отвлекать. Надо также отметить, что водитель в первый раз участвовал в подобного рода соревнованиях. Возможно, сыграла роль небольшая неуверенность. Также, возможно, недостаточное познание возможностей своего автомобиля. Но, тем не менее, спор в данном случае выиграл автомобиль Chevrolet Niva. Компания Темир Стройсервис предлагает полный спектр услуг в области строительства на основе металлоконструкций. Строительство, монтаж, установка и доставка. Мы вам построим в кратчайшие сроки с гарантией качества. Компания Темир Стройсервис, 202 микрорайон, 14/3.